К 75-летию Великой Победы памяти наших дедушек посвящается. В этом 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта кровопролитная война затронула, пожалуй, все семьи. По линии папы в Великой Отечественной войне принял участие его дедушка Куставлетов Абдрахман со своим старшим сыном Ахмедбеком. По линии мамы воевал дедушка Бермагамбетов Балмагамбет, дед Базарбаев Кузбагар. Ата Кузбагар был ветераном трудовой армии. Бабушка Бермагамбетова Кульшат являлась ветераном тыла, а двоюродные деды Бермагамбетовы Жармадет, Жармагамбет, Жаркамбай и Базарбаев Карабала, сражавшись, не вернулись с поля боя. В книге памяти Костанайской области имеются лишь краткие записи о годах рождения, званиях, годах призыва на фронт и о том, что пропали без вести. Всех их вклад в дело разгрома немецких захватчиков неоценимый, поэтому мы должны помнить и гордиться ими. В музее села, где жили и работали наши деды, есть уголок, который посвящен ветеранам Отечественной войны. Наш прадедушка Куставлетов Абдрахман родился в 1902 году, пошел на фронт в первый же призыв 1941 года и служил стрелком-автоматчиком-пулеметчиком до октября 1946 года. Служил он на Северном Кавказе, на Карпатах и Украине, охранял военные объекты, мосты, склады и другие важные объекты. Рядовой войск НКВД, наш прадед Абдрахман награжден орденом Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями. Вернувшись с войны, прадед Абдрахман много работал, поднимал цилиндры. По рассказам дедушки Майдара, Абдрахман Ата не любил вспоминать войну. Он очень любил жизнь, всегда шутил, и если его просили рассказать о войне, он старался вспоминать только счастливые моменты. Например, как он встретил своего родного сына Ахмедбека на фронте. Это случилось в стрелковой школе, но вместе им побыть пришлось недолго. Их направили на разные фронты. Ахмедбек Куставлетов, сын дедушки Абдрахмана, родился в 1922 году в поселке Тургай. Образование 7 классов. Юность прадедушки Ахмедбека Куставлетова, как и многих других его сверстников, омрачилась рано. Прямо со школьной скамьи в 1942 году Орджоникидзевским РВК он был призван в армию и направлен на станцию Юг в полковую школу. При распределении попал в 83-ю стрелковую дивизию 45-го гвардейского полка 3-го Белорусского фронта, где был назначен механиком-водителем танка. Был командиром отделения. Самое интересное на войне, именно на станции Юг в полковой стрелковой школе произошла его встреча с отцом Абдрахманом. Мы лишь по истории, по фильмам да по рассказам старших знаем, какие кровопролитные, тяжелые бои шли на этом участке фронта. А гвардии сержант Куставлетов Ахмедбек Абдрахманович один из тех, кто прошел через это пекло. Когда участвовал в первом бою, рассказывал дедушка Ахмедбек своему братишке, нашему дедушке Майдару, страшно было не столько за себя, сколько за товарищей. По прибытии в часть его назначили механиком-водителем танка. До первого боя он едва научился держать рычаги управления в руках. Опыта не было еще никакого. От его умения зависела жизнь всего экипажа. Орша, Смоленск, Витебск, Вильнюс, Каунас. Вот далеко не полный перечень городов, за которые сражался Ахмедбек Ата на танке Т-34. Хотя враг чувствовал свою скорую погибель, он сопротивлялся упорно, ожесточенно, оставляя за собой разрушенные города и села.
Особенно тяжелые бои шли под Смоленском. Командир батальона поставил им, солдатам, задачу закрепиться в одном из населенных пунктов. Первым в него ворвался танк с экипажем Ахметбек-Ата, что помогло проходу основных войск, рассказывала Ташка. В этом бою Ахметбек-Ата был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. За успешное проведение этой операции механик-водитель Кустолетов Ахметбек Абдрахманович был представлен к ордену славы 3-й степени. Узнал он об этом только после войны, когда вернулся в родное село. Мать показала ему извещение и рассказала о том, как она, безграмотная женщина, плакала над этой бумагой от горя, приняв ее за похоронку, а затем, когда односельчане пришли, от счастья. Мирная жизнь началась для семьи Кустолетых в октябре 1946 года, после демобилизации отца и сына в родные края. Послевоенное время было трудным для страны, и бывшим фронтовикам просто некогда было заниматься розысками ордена. А в 1980 году, к 35-летию Победы, орден славы 3-й степени, которым Кустолетов Ахметбек Абдрахманович был представлен еще в 1944 году, нашел своего хозяина. За войну Ахметбек-Ата трижды был ранен, один раз тяжело контужен. Окончил войну Ата в Германии в составе 9-й гвардейской танковой дивизии, инвалид войны, сержант в отставке. После войны Ахметбек-Ата окончил курсы бухгалтеров и работал в совхозе Ворошиловский. Что удивительно, после военное время Аташка Ахметбек после танка так и не сел за руль автомобиля. Он ездил только на велосипеде. Как и его отец Ахметбек-Ата, не любил вспоминать войну, много шутил. Племянники его, любя, называли Контор Ата. 9 мая 1995 года Ахметбек-Ата в числе участников делегации Красноярской области был приглашен на парад Победы в город Алматы. Все награды прадеда Абдурахмана и дедушки Ахметбека ордена славы 2-й и 3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медали за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за освоение целинных земель, ветеран труда, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 7 юбилейных медалей нашим дедушкам и Ильдарам переданы в музей села Карбатыр Камысинского района, чтобы молодое поколение могло по ним изучать историю. Как и другие советские солдаты, наши Аташки, участники Великой Отечественной войны, познали горе, поражений и утрат, радость побед и встречи с друзьями и родными. Они собственной жизнью познали цену мира, и, вспоминая войну, они всегда говорили: берегите мир всеми силами, чтоб дети наши и внуки не узнали ужасов войны. Чтоб жили в мире ваши дети, себя вы не жалели ни на миг. Вы каждый день в глаза смотрели смерти. За это мы сердечно вас благодарим. И в юбилей Великой той Победы мы вам за все спасибо говорим.